Во всем мире 9 октября отмечают День почты. Именно в этот день, в 1874 году, был создан Всемирный почтовый союз, к которому только спустя 118 лет присоединился и Кыргызстан. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Почтальонами работают только те, кому работа действительно нравится. Гульнара Джумабаева посвятила этой профессии 35 лет. Пока мы досматриваем сны, она просыпается как жаворонок и обходит свои участки. Разносит письма, газеты, журналы, посылки или пенсии. К людям, как и к работе, Гульнара относится с душой. Люди у нас приветливые, почтальону всегда рады. Особенно приятно видеть горящие глаза, когда приносишь посылку или долгожданное письмо. Нельзя сказать, что люди перестали писать друг другу письма. Но больше, конечно, разносим посылки, газеты, пенсии, пособия. Работать с пенсионерами нелегко, но видя их благодарные улыбки, забываешь об усталости. Век скоростного прогресса технологий и интернета на бабушку Раису Фейзер никак не влияет. Она как писала письма от руки, так и пишет. Ведь письма содержат не только информацию, но и эмоции, которые вложил в свои строки отправитель. Я пишу своим детям, дети находятся в Германии. Я посылаю им, вот сейчас дочери день рождения, поэтому я посылаю ей открытку. Почему? Потому что по интернету я могу, конечно, поздравить ее, все это, но все-таки что-то интересное будет, получить открытку и прочитать, правильно? Эти письма были посланы из разных стран мира, но по разным причинам они еще не дошли до адресатов. Кто-то неправильно написал адрес, а кого-то долго нет дома. Поэтому, чтобы не усложнять работу почтальонов, необходимо правильно писать адрес и желательно указывать номер телефона. Иначе сотрудники Кыргызпочтасы будут вынуждены отправить письмо обратно. И у нас в день принимается где-то 3000 писем от организации, а от частного лица где-то 300 писем принимаем. И все, например, за границу принимаем, внутри Кыргызстана принимаем. И у нас вот такие марки есть. Обычно марки покупают много иностранцев. В услуги Кыргызпочтасы входят не только перевозка почты, но и доставка пенсий, пособий и подписных изданий. В отделениях связи Кыргызпочтасы можно оплатить коммунальные услуги, штрафы ГУБДД, внести плату за техосмотр автомашин, получить и погасить микрокредиты, приобрести авиа, железнодорожные, автобусные и театральные билеты. Также действует система электронных денежных переводов как внутри страны, так и за границу. Мы получаем большие объемы почтовых отправлений, а это именно письма, бандероли, посылки. То есть как бы фактически почтовая связь, вот именно в ее непосредственно в прямом назначении, она еще не умерла. Я думаю, на будущее она будет очень развиваться. Нужно отметить, что профессия почтальона – самоотверженный труд. Ведь несмотря на лютый холод, знойную жару или проливной дождь, почта должна быть доставлена вовремя. Сайкал Султанкулова, Чингис Джумагулов, Общественный первый канал.